Окупанти не припиняють обшуки у кримських татар. Так, в селі Токлуг, Багате, під Судаком, силовики на світанку вдерлися в будинок кримсько-татарського тренера з греко-римської боротьби Ісмета Салієва. Так звані слідчі дії проводили у справі про тероризм, шукали зброю, наркотики. Відомо, що разом зі слідчими приїхали силовики в повній амуніції, в масках та зі зброєю. Під час обшуку самого власника будинку вдома не було. Ісмет Салієв зараз перебуває в Києві на Олімпійській базі в Конча-Заспі. Где-то в 5 или полшестого прибыли там около 5 машин, там вооруженные ОМОНовцы пришли и начали стучать домой там. Ну, конечно, в селе все село взбудоражилось, зашли и начали с обысками, с собакой там обыскивать это. Не знаю, что они там искали, там оружие или наркотики, что они там искали, обыскивали там и туалеты, и курятники, и голубятники, ну, все, что можно. Когда обыскивали дом, они, у меня сейф есть дома там, ну, охотничье оружие есть там, они попросили открыть, но жена говорит, как я без мужа это открою? Они говорят, ну, если не будете открывать, мы будем это, ну, вскрывать, пилить будем. И там жена открывает, они смотрят охотничье это оружие, и она предъявляет документы, они проверяют, ну, все в норме, обысками прошлись по всему дому. Ісмет Салієв – відома в Криму та Україні людина, тренер, який виховує членів збірної України з греко-римської боротьби, педагог, голова спортивного центру в Судаку, в якому безкоштовно займаються боротьбою сотні дітей та представників молоді. Не виключено, саме професійна діяльність може бути пов'язана з сьогоднішнім обшуком. Могу понять, там, ну, доброжелателей у нас хватает, и в Крыму тоже хватает доброжелателей. Вот. Я занимаюсь своей профессиональной деятельностью, я тренирую детей, я тренер сборной Украины, я постоянно выезжаю на все международные турниры. Вот у меня ученик, призер Европы, мира, мы завоевали лицензию на Олимпийские игры, и сейчас у нас вся цель – это подготовка к Олимпийским играм в Японию.